Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 26 уже июля, и на «Эхе Москвы» в Уфе стартует очередной уфимский разворот. И сегодня вас приветствует Айдар Ахмадиев, Руслан Валеев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы в прямом эфире, на ютубе трансляция уже запущена, так что переходите, можно там общаться с нами, писать в чат сообщения, реплики и вопросы. Сегодня у нас, поскольку понедельник, то фрагментов слушать не будем, но есть что почитать, есть о чем поголосовать, и есть гости, с которыми мы поговорим после 8:30, то есть после перерыва на новости. Мастер спорта России, чемпионка Кубка мира по гребному слалому, призер чемпионата мира, чемпионка России, а также участница Олимпийских игр в Токио, жительница Башкортостана Алсу Миназова будет с нами на прямой связи. И полицейский, старший оперуполномоченный МВД по Башкирии, заявивший о незаконном увольнении из органов и возбуждении на него сфальсифицированного уголовного дела. Также будет нашим гостем во второй части по телефону. Это ближе к концу эфира. Ну что, с обзора прессы начнем? Да, я бы, знаешь, пользуясь случаем, раз уж мы анонсируем, проанонсировал бы, что ждет слушателей «Эхо Москвы» в Уфе сегодня в течение дня. У нас сегодня с 14 до 15 программа «Ищем выход». В последнее время ее не было. Айдар, расскажи поподробнее, о чем будет речь. Мы будем говорить о самовыдвижении, об этом процессе, связанных с ним разных трудностях. У нас в Уфе и в Башкирии много довольно активистов решили выдвинуть свои кандидатуры. И сегодня в гостях будут Руслан Нурдинов, который в райсоветчик Магушевского района избирается, Алла Яковлева, это городская активистка, Евгения Куцуева, которая в Госдуму свою кандидатуру выдвинула, и Расул Мулатагиров, секретарь регионального отделения Либертарианской партии России, незарегистрированный, той самой. Почему он никуда свою кандидатуру не выдвигал, но участвует в кампании по сбору подписей для выдвижения политика оппозиционного в Москве Романа Юнемана. И он расскажет там довольно много интересных историй, связанных с тем, как они собирали подписи в Москве. Так или иначе, получается, лейтмотивом этой программы будут выборы, как и программы послесловия с Азаматом Саитовым после 15 часов. Там будет гостем один человек, тоже самовыдвиженец Тагир Вахитов, человек, который стал известен, в принципе, давно был известен, но особенно о нем стали говорить почти год назад, когда он уволился с телеканала БСТ на фоне событий на Куштау. А теперь он планирует пойти в Госдуму самовыдвиженцем и тоже занимается сбором подписей. У него развернута огромная кампания для Башкирии, я считаю. Я был удивлен вчера, когда увидел расписание. Много волонтеров в разных районах, населенных пунктах работают. И, по словам той же Евгении Куцуевой, даже там люди активнее себя ведут, больше подписей ставят, чем в Уфе. Что ж, подробности, как говорится, узнаем в течение дня и этих эфиров, а пока почитаем прессу. Пресса с доставкой на дом. Начну с экономики, пожалуй. Первое производство в особой зоне Алга в Башкирии планируют запустить в сентябре. Об этом сообщает РБК в Уфе. О зоне Алга мы говорили не раз, в том числе в наших эфирах, обсуждали с экономистами, политологами, и вот тут кое-какое продвижение, скажем, реальное, хотя бы, анонсируется пока еще, мы еще не говорим, что оно начало свою работу. Так вот, промышленное объединение «Аркада» откроет автоматизированную швейную фабрику по производству рабочей одежды. Я когда увидел этот заголовок, думал, что же там такое? Оказывается, вон оно что. Как ни крути производство. Поэтому остается лишь понаблюдать. Тут опять же цифры же еще приводятся. Значит, объем инвестиций в проект анонсировался в размере 680 миллионов рублей. На производстве должны работать 800 человек. Первые 400 операторов швейного оборудования будут обеспечены рабочими местами до конца текущего года. Аж ни много ни мало, сколько людей здесь. И фотографии тут приводятся с сайта правительства республики. Выглядит все это дело впечатляюще и симпатично. Но опять же добавлю, поживем, увидим. Будет ли все это реализовано, учитывая, кстати, что местные жители протестуют до сих пор. Вот я недавно слышал от них лозунги против этой алги, потому что они считают, что там будет развернуто какое-то вредное для экологии производство. Будем смотреть, да. Если все-таки это швейная фабрика, то ничего в этом вроде бы плохого не должно быть, во всяком случае, так нам кажется. А медиакорсеть «Материал» 26 июля сегодня на дворе, и сегодня в Башкирии должны вступить в силу новые ограничительные антиковидные меры.
уважаемые. Указ Ради Хабиров подписал еще в июне, и несколько раз он откладывал второй этап введения ограничений, который накладывает ограничения на посещение ресторанов до более 50 посадочных мест, которые имеют фитнес-клубов, бассейнов, студенческих общежитий даже и так далее. Сегодня, наконец-то, это, во всяком случае, должно вступить в силу. Там еще междугородние транспортные перевозки. Нельзя будет ими воспользоваться, не имея сертификата о вакцинации либо справки. Пока, конечно, лично у меня много вопросов. Например, как это будет работать? Вот я захочу пойти, да, я человек вроде как привитый, но у меня же нет никакого QR-кода. Никаких QR-кодов, в принципе, и не анонсировалось в республике. У каждого есть, кто прошел вакцинацию, сертификат о вакцинации, да, а у того, кто переболел, есть, наверное, справка. Есть ли она, это вопрос, конечно, должна быть теоретически. Как это будет проверяться, будет ли вообще. Но, с другой стороны, подождем оперативки в правительстве. Наверное, на оперативке будет сказано, что с этим решили делать, да. Если решили, конечно. Ну, касаемо QR-кода, он все-таки есть в сертификате о вакцинации на госуслугах. То есть его там можно получить, скачать и на русском, и на английском языке. Возможно, эти документы как-то будут проверять, но, опять же, проверим сегодня. То есть проверять это визуально посмотреть, то есть человек пришел с бумажкой или со смартфоном, показал, у тебя есть QR-код, все окей, или как-то все-таки его должны сосканировать, щелкнуть, как говорится, и проверить базу. У нас вроде как не было анонсировано никаких технических возможностей для того, чтобы их распространить, скажем, по тем же самым ресторанам. Поэтому загадка. Ну что, касаемо, кстати, вакцинации. «Подсластили вакцину» называется материал Медиакор сети. Тоже жителям Уфы после прививки от ковида выдали по килограмму сахара. Вот так, хорошая мотивация. В мобильном пункте вакцинации, который курсирует по столичным пригородным, значит, вот этим населенным пунктам, после прививки местным жителям стали выдавать фасованный сахарный песок, фотографии новых обладателей прививки и сладких поощрительных призов, а также приглашения на вакцинацию были распространены в местных группах WhatsApp. Мобильные пункты вакцинации в ежедневном режиме ездят по садовым товариществам и пригородным районам Уфы. Медики располагаются в большой палатке с надписью МЧС России, проводят там осмотр посетителей, измеряют им давление, сатурацию, температуру тела, проводят обследование, собеседование, точнее, а затем делают прививку первым компонентом вакцины «Спутник Ви». А за второй прививкой при этом пациентам придется приехать в свою поликлинику. В данном случае речь идет об Уфимской поликлинике номер 1. И вот что рассказал корреспонденту Медиакор сети житель микрорайона Цыганская Поляна. На прививку пришло не так много людей. Утром перед открытием в 9-10 часов была небольшая очередь, но она потом быстро рассосалась. Приходили молодые люди, пожилые. Многие смеялись, когда им дарили сахар, и сразу вспоминали прошлые выборы, когда на избирательных участках продавали яйца по рублю. Сахар местный, раевский, сомнений в его качестве, конечно, нет. При этом нельзя сказать, что дармовой сахар стал сильным стимулом прийти на вакцинацию. Хотя на кого-то из колеблющихся пенсионеров этот аргумент вполне мог подействовать. Да уж, ну, я не знаю, тут, наверное, без комментариев. Мне кажется, вот нам сахар не выдали, Руслан. Нам не выдали в свое время сахар? ни значка, ни сахара, ничего, даже никаких бумаг не было. Ну ладно, это не главное в случае с вакцинацией. Я считаю, что важнее сама вакцинация. Ничего остального не имеет значения. Ради Хабиров прокомментировал и рассказал подробности о реконструкции улицы Советской в Уфе. В частности, об этом пишет та же Медиакор-сеть. Вообще об этом много показано на республиканских там телеканалах, я вчера обратил внимание. Значит, по словам Хабирова, на улице стало больше тротуаров для пешеходов, уютных уголков и правильно оформленных скверов. Были переложены коммуникации, установлены дождевые канализации, светильники и скамейки. Работаем над тем, чтобы в районе Советской площади появились кафешки, рестораны, летние веранды, добавил глава республики. Значит, напоминает нам издание, что с чего начиналась реконструкция Советской площади, о том, что там планируется не только, собственно, реконструкция, но и установка памятника генералу Минигале Шаймуратову. Значит, колоннада, которая была анонсирована Хабировым в том или ином виде, там будет все-таки присутствовать, судя по всему, хотя данная инициатива встретила критические отзывы части общественности, будем так говорить. Вот. И это все случится уже вот-вот в обозримом будущем, ближайшей осенью, судя по всему. Но, кстати, сверху вот выглядит все это симпатично. По крайней мере, улица Советская мне очень напомнила
с улицы в центре Москвы, которые в последние годы по программе «Моя улица» претерпевают изменения. То есть проезжая часть сужается, пешеходная часть расширяется, значит, отменяется возможность парковать машины вдоль улицы и становится, ну, скажем, более дружелюбная атмосфера для пешехода прежде всего. И если это будет работать вот так, как задумано, то, наверное, стоит поприветствовать это начинание. Будем надеяться, да. Прокуратура не обнаружила нарушений при переизбрании Юлая Ильясова главой администрации Кюргазинского района Башкирии. Это «Эхо Москвы» в Уфе. Мы написали материал. Его подозревали в нарушении антикоррупционного законодательства из-за назначения на должность исполняющего обязанности директора одной из бюджетных организаций своего родственника и сокрытия сведений о доходах, расходах и имуществе на общую сумму более 1 миллиона рублей. Он не сообщил еще о нескольких банковских счетах. Об этом прокуратура в апреле еще заявляла. Она внесла, как это называется, представление, да, депутатскому корпусу Кюргазинского района, потребовала рассмотреть вопрос об отставке Юлая Ильясова, но тогда, на тот момент, уже срок полномочий его истек. Но он заявил об участии в конкурсе для переизбрания на очередной срок. В середине июля он одержал победу и был вновь назначен главой районной администрации. При этом мы добивались от прокуратуры какого-то ответа. Они изъяли документы о его переизбрании для изучения и должны были в итоге как бы прийти к тому, проводить вообще проверку официально или нет. Ну, в итоге они не стали ее проводить, потому что никаких оснований, как мне рассказали в прокуратуре, для того, чтобы было какое-то препятствие, ограничение для переизбрания, нет. И при этом, вот что сказали в надзорном ведомстве, давайте я прям зачитаю, каких-либо моментов, которые бы препятствовали его назначению на новый срок в связи с тем, что при исполнении ранее своих служебных обязанностей были к нему претензии, в этих документах нет. Поэтому с законодательной точки зрения у нас нет оснований оспаривать его назначение. Я задал вопрос, планирует ли прокуратура как-то требовать привлечения Юлая Ильясова к ответственности за те самые нарушения. Ну, они же были, их зафиксировали, а мне сказали нет. Уже все. Было, когда-то было, может, и неправда. Ну, в этой истории удивляет, конечно, некая такая решимость вообще говорить о том, что есть некие нарушения. Другое дело, что да, не доводится дело до конца, то есть никакие санкции не применяются, но, в принципе, то, что об этом говорится, мне кажется, это любопытный, позитивный прецедент, потому что наверняка я предположу, что у нас такие эпизоды встречаются с разными чиновниками и руководителями муниципалитетов, но об этом, в принципе, даже и не говорится вовсе. Ну, что, как говорится, судите сами. В Башкирии тем временем утвердили обвинительное заключение убийцам столетнего ветерана Ивана Несмеянова. Уверен, что слушатели наши прекрасно знают эту историю, о ней мы и у нас в эфирах тоже говорили. Так вот, 41-летнему жителю Кигинского района Башкирии Виктору Валавину и 33-летнему жителю Челябинской области Юрию Никитину это самое обвинительное заключение утвердили. Следствие установило, что обвиняемые узнали, что у ветерана, который жил в селе Леуза, имеется крупная сумма денег. 9 июля 2020 года они, выпив алкоголь, проникли в дом ветерана, связали и жестоко избили его. Также, значит, соответственно, украли деньги, более 2 миллионов рублей тогда им удалось заполучить. И это дело, конечно же, тогда было резонансно встречено общественностью, в том числе и, скажем, на федеральном уровне, потому что история, мягко говоря, действительно является вопиющей, да, ради ограбления убили ветерана, причем пожилого очень. И вот дело близится к суду. Более подробно в «Коммерсанте» можете почитать. Уфа-1. Минтруд Башкирии предложил увеличить прожиточный минимум, но размер все равно вряд ли обрадует, пишут журналисты. По мнению экспертов, такими мерами ситуацию не исправить. Что произошло? Минтруд Башкирии предложил увеличить на 500 рублей этот самый прожиточный минимум. Значит, правительство получило на рассмотрение этот самый проект. Документ утвердили еще 25 июля. С 1 января 2022 года прожиточный минимум на душу населения может возрасти до 10 397 рублей. Трудоспособное население — это 11 332 рубля, пенсионеры вообще 9 850 и дети — 10 334 рубля. Сейчас их размер составляет, чуть-чуть меньше. Вот так. Действительно, этим спасти ситуацию, я думаю, не получится явно, учитывая тот самый рост цен, который мы сейчас наблюдаем каждую неделю, об этом сообщает Башстат.
тот же самый Башстат. Да и, в принципе, да, сообщений для этого много не нужно дожидаться. Достаточно пойти в магазин и сравнить цены. Ну, скажу, что подробно о том, как Ради Хабиров на прошлой неделе побывал на Международном авиакосмическом салоне МАКС, пишет в том числе издание «Правда» ПФО, приводит фотографии и, соответственно, сообщает о том, как Хабиров купил на МАКСе вертолет и продвигал Уфу как столицу дронов, то есть беспилотных летательных аппаратов. Значит, тут издание приводит сведения, что на МАКСе 2021 года участвуют ОДК УМПО, КУМАП, Кумертауское авиационное предприятие, также Уфимское приборостроительное и производственное объединение, Техпромсервис компания, двигатели для авиации, Уфа Механиком. Тут целый список предприятий, не все из них на слуху, но так или иначе все они имеют отношение к авиационной отрасли. Обращает внимание издание, что в этом году на МАКСе Башкирия представлена, ну, пожалуй, впервые, да и на моей памяти тоже подобных больших стендов у республики и такой представительной делегации, скажем, республики на МАКСе раньше не бывало. Может быть, совсем давно когда-то было, но вот в последнее время нет. Ну что ж, как говорится, поживем, увидим. Опять же, да, насколько это принесет нам какие-то дивиденды в виде увеличения производительности, увеличения денежных поступлений и так далее. Идель Реали, у нас пока есть немного времени, это российские власти, это издание считают иностранным агентом, пишет: вокруг башкирских шиханов и других природных памятников создадут охранные зоны. Ради Хабиров подписал соответствующий указ, такие охранные зоны будут вокруг памятников гора Куштау, да, Торатау, который Юрактау, Крыломанская пещера, озеро Туган-Салган, ну и другие там, например, скала Большой Колпак. Что касается комментария, дело в том, что и журналисты Идель Реали взяли интервью у кандидата биологических наук и эколога Михаила Кривошеева, и вот что он сказал. Данные зоны сделаны, я бы сказал, немного криво, а там в указе Ради Хабирова они очерчены, можно посмотреть. Так, в охранные зоны вокруг Шиханов Куштау и Юрактау почему-то не внесли являющуюся также водоохранной зоной ближайшую пойму реки Белая, хотя это рекомендовал сделать СПЧ при президенте России по итогам своего выездного заседания в Башкирии. А далее в положении о зоне вокруг Куштау не прописана разрешенная деятельность, зато такая деятельность прописана в положениях о зонах вокруг Торатау и Юрактау. Это, кстати, очень занимательно. И при взгляде на эти положения становится ясно, что это прописывается для развития масштабного туристического бизнеса, целых туристических кластеров. Он отметил, что, на его взгляд, такие положения могут сыграть негативную роль для сохранности памятников. Вот что он говорит: я полагаю, что территории Шиханов вообще нужно объявить закрытыми, заповедными зонами, потому что на них сейчас идет инвазия, это вторжение агрессивного американского клена и всякого рода рудеральной, сорной растительности. И, разумеется, чем больше будет туристов, тем больше горы будут разрушаться. Это всем понятно, говорит Кривошеев. Вот так. Ну, понять можно мнение ученого в этом смысле. Вопрос, согласится ли однозначно или нет, это вопрос дискуссионный, но вот есть такое мнение. Ну что, друзья, закончим с обзором прессы и перейдем к интерактивной части. Радиостанция «Говорит Москва» сообщает следующую информацию. В Государственной Думе задумались о возвращении в паспорт графы «национальность». Друзья мои, я думаю, что те, кто постарше, прекрасно помнят эту графу в советских паспортах. Я, кстати, успел в свое время получить советский паспорт, у меня он был, и там даже была графа «национальность» тоже. Ну, в смысле, она, понятно, почему была, потому что это было предусмотрено. Первый зампред Комитета Госдумы по делам национальности Ильдар Гильмуддинов, депутат, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что вопрос спорный, но эта мера может быть полезна отдельным категориям граждан. Дальше почитаем позже, а пока запустим, давайте, голосование. Вам эта инициатива близка? Вы поддерживаете возвращение графы «национальность» в российские паспорта? Поддерживаю. 262 72 47. Не поддерживаю. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Поддерживаете ли вы возвращение в паспорта графы о национальности? Да, поддерживаю. 262 72 47. Нет, не поддерживаю. 262 72 48. Звоните, голосуйте. Дальше приводится цитата Ильдара Гильмуддинова, это депутат Госдумы, я напомню, который об этой инициативе заявил. Есть те, кто за. Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством. Для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности. Но сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И на основании этого реестра им будут выдавать документ. То есть какое-то решение есть. Получается, им будут какой-то документ другой выдавать. Не паспорт с графой, а нечто другое, чтобы люди могли пользоваться правами. Вот.
Значит, также он приводит в качестве пользы другие аргументы. Значит, и напоминается, что еще Виталий Милонов, один известный депутат, также эту инициативу поддерживает. Да, но Виталий Милонов у нас разные такие инициативы интересные поддерживает. Поддерживаете ли вы возвращение в паспорта графы о национальности? Да, поддерживаю, 262 72 47. Нет, не поддерживаю, 262 72 48. Звоните и голосуйте, тем более активно голосование протекает. Руслан, поддерживаете? Сейчас прочитаю. Евгений нам пишет в Ютубе: указывать или не указывать национальность только по добровольному выбору гражданина. Ну, вообще сложная тема. На эту... Вот я, кстати, вспоминаю, что я об этом думал раньше. Я понимаю, что, в принципе, я за добровольность. И то, что сейчас есть, отсутствие обязательной графы, ну, как бы, это же не запрещает человеку добровольно, самостоятельно обозначать, кто он по национальности. Понятно, не в паспорте, да, а просто артикулировать, заявлять, что вот он является там башкиром, татарином, там, русским и так далее. Поэтому нужно ли вводить эту графу? Наверное, все-таки я против, все-таки. Вот. Хотя есть те, кто за, и, в общем, я их понимаю, есть в этом логика. Да, я тут тоже буду отстаивать точку зрения против, хоть как бы это не совсем правильно, но вы сами решайте, слушатели. Поэтому, если вы все-таки поддерживаете 262 72 47, не поддерживаете 262 72 48. Звоните и голосуйте. Давайте еще 10 секунд на это дадим. Зайнула нам пишет: поддерживаю. Насколько мне помнится, инициатором предложения убрать графу была инициирована Жириновским Владимиром Вольфовичем. Ну, здесь я не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию. А мы подведем итоги. У нас на последние секунды следующие цифры пришлись. 40% ровно проголосовавших поддерживают эту идею, и 60% говорят, что нет, им эта идея не нравится. Спасибо, друзья, за участие в этом интерактиве. Мы уходим на новости, продолжим уфимский разворот. Через несколько минут оставайтесь на эхе. «6:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. На Эхе новости. В Магаданской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора, говорится, что прививку должны в том числе сделать работники сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, транспорта, торговли и общепита. Согласно распоряжению местных властей, вакцинацию должны пройти по меньшей мере 60% сотрудников указанных предприятий. Это нужно сделать до середины сентября. Магаданская область — 40-й по счету российский регион, принявший решение об обязательной вакцинации. АФК-система может купить разработчика противовирусного препарата Когоцел для приобретения всех активов Неормедики. АФК-система вступила в переговоры со Сбербанком, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Предполагается, что они создадут совместное предприятие. Сумма сделки с учетом долгов перед Сбербанком и другими кредиторами не называется. Крупнейший бенефициар Неормедик Владимир Нестеренко, сооснователь группы и бывший ученый НИИ имени Гамалеи. Группе компаний принадлежат 2 завода в Москве и Обнинске, а также половина сети московских медицинских клиник «Доктор рядом». Белый дом обсуждает введение новых санкций против Беларуси. Газета Wall Street Journal со ссылкой на советника Светланы Тихановской, которую оппозиция считает победительницей президентских выборов в республике, пишет, что речь идет об ограничениях против калийной и нефтяной отраслей. Источники издания в администрации Джо Байдена при этом отказались анонсировать конкретные действия. Высокопоставленный чиновник лишь сказал журналистам, что Вашингтон намерен привлекать режим Лукашенко к ответственности и дальше, в том числе и с помощью ограничительных мер. Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа. Бомбардировке подверглись позиции радикальных организаций, сообщает местная радиостанция Сауд Аль-Акса. По ее информации, палестинские группировки открыли ответный огонь. Последний раз, как сообщалось, самолеты ВВС Израиля совершали налеты на Газу еще в начале месяца. Тогда удары наносили в том числе по тренировочным лагерям Хамас. При этом в конце мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками. До заключения этого соглашения стороны на протяжении 11 дней интенсивно обменивались ракетными ударами.
Корпорация МиГ создаст палубный истребитель 5-го поколения. Сейчас идут работы на этапе компьютерного моделирования. Опытный образец появится в ближайшие несколько лет, сообщает источник агентства РИА Новости, в оборонно-промышленном комплексе. В рамках проекта, по его заверениям, в том числе рассматривается возможность создания версии с вертикальным взлетом и посадкой. Машину создадут в комплексе с беспилотником, который должен будет либо осуществлять заправку истребителя в воздухе, либо вместе с ним наносить удары. И напоследок о погоде. Плюс 19 градусов в Москве, давление 754 миллиметра ртутного столба. Днем ожидается до плюс 27, переменной облачности без осадков. Реклама. Если хочешь сэкономить, вот простой совет. Лови момент, иди в Фармленд, посмотри, какая скидка и ассортимент. И приходи скорее в Фармленд. В аптеках Фармленд. Полисорб 35 грамм 333 рубля. Линекс Форте 14 капсул 555 рублей. Фармленд, что надо. Срок акции с 12 по 31 июля 2021 года. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 34 минуты в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе новости. В студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. На закупку судейского оборудования для еще не построенного спорткомплекса власти региона направляют до 38 миллионов рублей. Управление капстроительства Башкирии отберет поставщика программно-аппаратного комплекса для системы обеспечения судейства строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса детско-юношеской спортивной школы по гимнастике в микрорайоне Зеленая Роща, сообщает издание «Коммерсант Уфа», ссылаясь на материалы сайта госзакупок. Начальная цена контракта 38 миллионов рублей. Оборудование нужно для проведения российских соревнований по спортивной гимнастике. ФОК на пересечении улицы Авроры и Рабкоров планируется сдать до 30 ноября текущего года. До 8 августа будет ограничено движение транспорта по Бельскому мосту. Об этом сообщает мэрия Уфы. Ограничение движения по двум полосам мостового перехода нужно для фрезерования и перекладки верхнего слоя асфальта. Городские службы просят уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям. По данным Яндекс.Погоды, в Уфе сейчас плюс 17, днем облачно с прояснениями, до 23 градусов без осадков. Айдар Ахмадиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем прямой эфир уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Вторая часть эфира, и у нас два собеседника будут во второй части по очереди. Сначала мы с удовольствием пообщаемся с участницей Олимпийских игр в Токио, жительницей Башкортостана, нашей землячкой Алсу Миназовой. Алсу у нас на прямой связи. Доброе утро. Доброе ли утро у вас, да, сейчас? Или сколько у вас время в Японии? Да, доброе утро вам. У нас уже практически обед, время 12:30. Нам бы тоже обед побыстрее, да? Алсу, ну что ж, во-первых, наверное, поздравим вас с тем, что вы попали на Олимпиаду и довольно достойно выступили вчера, насколько я понимаю. Следующее ваше выступление завтра должно состояться уже в полуфинале. Давайте коротко поговорим о вашем пути к Олимпиаде, потому что это, мне кажется, важнейшее событие, да, в жизни спортсмена. Как вы шли, сколько лет на это потребовалось? Именно гребным слаломом я занимаюсь уже больше 10 лет.
Начинала я заниматься в Уфе, в клубе «Волна», который находится у Монумента Дружбы. После я поступила в училище Олимпийского резерва в Московской области, там училась, тренировалась. И на данный момент я закончила в этом году училище Олимпийского резерва в Москве. Тренируюсь также в Москве сейчас и выступаю за Республику Башкортостан и Москву. Вот здесь вот любопытно, да, возможно, слушатели, как и я, например, да, ничего не знают о том, что у нас в Уфе, в принципе, есть возможность заниматься гребным слаломом. Это прямо на открытой воде, на белой, что ли, это все было? Поподробнее расскажите. Да, у нас в Уфе даже несколько секций гребного слалома. Это вот на Монументе Дружбы клуб «Волна», там на реке Белой тренируется, ездит в Инорс к ТЭЦ, там небольшой самодельный канальчик у нас есть. Также у нас есть клуб в Инорсе, в Шакше, вот. И да, у нас есть секция гребного слалома в Уфе. В целом, получается, спортсмен из Башкирии, из Уфы, вот может, конечно, через тернии наверняка, но попасть на Олимпиаду и представлять страну. Алсу, а как вы относитесь к тому, что сейчас Россия не может выступать под флагом государственным, без гимна, и российских атлетов представляют как, значит, атлеты из России, да, кажется так? РОК, да. Там аббревиатура. Ага. Да, выступаем под флагом Олимпийского комитета России. Ну, на самом деле, спокойно я приняла это как данность, и вне зависимости под каким флагом и с каким гимном, все равно все болельщики, все соперники знают, кто мы такие, откуда мы, и главное, сами мы знаем этого, и вне зависимости от того, под каким мы флагом, Олимпиада не перестает быть Олимпиадой и нести всю ту суть, которая в ней есть. Поэтому как-то так. Каковы настроения? Как вы можете описать атмосферу, которая сейчас в Токио царит в связи с Олимпиадой? Ну, на самом деле все очень классно. Мы были на церемонии открытия буквально 2 дня назад. Была прям такая классная атмосфера праздника, вот всего этого масштаба, несмотря на пандемию, на ограничения ковидные, то есть вся эта атмосфера праздника, она тут сохранилась, и это очень классно. А что касается организационных моментов, вот уже пошли любопытные такие сведения, там вот эти картонные кровати и прочее. Это все достойно? В смысле, это удобно, практично? Или это действительно как-то вызывает недоумение? Да, конечно, когда мы заехали в Олимпийскую деревню, первое, это всех очень удивили эти картонные кровати, они выглядели очень шаткими, не внушающими доверия. Но на самом деле, поспав на них несколько ночей, вполне себе комфортно, удобно, и не могу сказать, что что-то не так. Мне кажется, это действительно классное решение придумать такие картонные кровати. Вы знаете, несмотря на то, что спортсмены из разных стран, они разные государства представляют, общаетесь ли вы между собой и насколько у вас эта коммуникация построена хорошо, плохо? Каково отношение других спортсменов? Ну, на самом деле, то, что я наблюдаю, у всех очень такое дружелюбное отношение друг к другу, все там здороваются, обмениваются значками друг с другом, все разные страны между собой. Вот. А так, внутри нашего слаломного сообщества у нас всегда были хорошие отношения, у нас все друг с другом общаются и так далее. Как проходит подготовка к выступлению именно в Японии? Есть ли у вас там определенная площадка? Как это совместно репетиции, как тренировки, точнее, проходят, да? Либо отдельно каждая страна? Нет, у нас все вместе. Мы прилетели 9 июля сюда. Весь слалом, все участники со всего мира прилетели в один день. Мы жили в гостинице изначально перед переездом в Олимпийскую деревню. Нас разделили на 3 небольшие группы, чтобы, по ковидным всем условиям этим, чтобы мы друг с другом не пересекались, и мы общались только внутри этой группы, тренировались с этой группой, кушали с этой группой, в автобусе ездили и так далее.
А так у нас тренировки, да, они проходят в группе, несколько стран вместе. Иногда эти группы смешиваются, меняется время тренировок и так далее. Скажите, Алсу, вот по поводу стран. Понятно же, что не во всех странах одинаково успешно развиваются те или иные виды спорта. Скажем, основные конкуренты в вашем виде, они откуда? Ну, наверное, самые сильнейшие в женских классах это у нас Австралия, Германия, французы очень сильные. В мужских классах также у нас французы, немцы, итальянцы. Ну, как-то так. Алсу, а вот вы говорили о ковидных ограничениях. Насколько они соблюдаются и вообще насколько они строгие? Вот пока мы только прилетели и жили в гостинице, они были достаточно строгие, то есть все соблюдалось. Мы из комнат выходили только на тренировки, на прием пищи по расписанию и так далее. А в деревне на самом деле уже попроще с этим. Мы можем спокойно выходить на улицу, гулять, там есть небольшой парк, мы можем ходить в столовую, общаться друг с другом и так далее. А из того, что соблюдается, это социальная дистанция, масочный режим, дезинфекция рук. В столовой мы обязательно носим перчатки. Вот. И в столовой каждое посадочное место ограничено такими стеклянными перегородками, чтобы все были... соблюдали дистанцию. А в Токио, просто на улице Токио, возможно ли выйти и прогуляться, или это запрещено? Нет, для нас нет такой возможности. Мы можем только внутри своей деревни олимпийской находиться и на спортивных объектах. В город нам нельзя выходить. А вот каково ощущение от того, что на спортивных объектах как раз нет болельщиков или почти нет? Я вот некоторые трансляции посмотрел, кое-какие люди местами виднеются, но это, видимо, местные там японцы, скажем, да? Их мало. Насколько это мешает, помогает или это все равно при выступлении? Ну, на самом деле, наверное, не так сильно играет роль, потому что я получаю кучу поддержки болельщиков, писем, звонков и так далее, и я чувствую, что все наши болельщики с нами, они рядом, несмотря ни на что. А в ходе самой гонки все равно мы настолько зациклены на гонке, что мы даже не замечаем, есть ли кто-то на трибунах или нет. Конечно, когда вот эта вот вся атмосфера, когда много болельщиков, все кричат, поддерживают, это прям, ну, создает такую классную атмосферу, но в целом так тоже нормально. Спасибо огромное. С нами на связи была Алсу Миназова, участница Олимпийских игр в Токио, мастер спорта России международного класса, чемпионка Кубка мира по гребному слалому и еще очень много, очень длинные регалии. Спасибо большое, Держим Алсу. за вас кулачки, будем болеть. Да, до свидания. Спасибо большое. Ну что, давайте, коллеги, поменяем тему и созвонимся с другим гостем. Альберт Ахмеджанов, сейчас мы с ним выйдем на связь, это бывший старший оперуполномоченный МВД по Башкирии. Он заявил о незаконном увольнении из органов и возбуждении на него, как он говорит, сфальсифицированного уголовного дела из-за, цитирую, затрагивания интересов влиятельных людей Стерлитамака. До сих пор, кстати, суд его оправдал, и до сих пор его не могут восстановить в органах внутренних дел. При этом, по словам Альберта Ахмеджанова, полицейские просто до сих пор считают его виновным, хотя суд не доказал его вину в неком преступлении. Сейчас мы с ним созвонимся. Да, более подробно он сам пояснит всю эту историю. Выглядит, конечно, опять же, из ряда вон, но таких историй у нас, к сожалению, много. Значит, мы дозваниваемся до Альберта Ахмеджанова. Я напомню, что у нас прямой эфир и есть YouTube-трансляция, а также номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Альберт с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Давайте все-таки начнем с момента вашего увольнения из органов. Что произошло? Значит, до июня 2017 года я проходил службу в органах внутренних дел должности оперуполномоченного оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан. Сколько лет работали? В ЧСБ я работал порядка 4 лет, а так служба у меня, значит, с 2003 года в органах внутренних дел. Так, хорошо, вот. Увольнение.
В феврале 2017 года я подвергся незаконному уголовному преследованию подоплекой дела в том, что я затронул интересы влиятельных людей в городе Степногорск, занимавшихся контрабандой алкоголя. Значит, на основе примитивно сфальсифицированных доказательств было возбуждено уголовное дело в отношении меня о том, что я якобы, пользуясь своим служебным положением, способствовал совершению мошенничества. После возбуждения в отношении меня уголовного дела до результатов расследования и приговора я был уволен из ОВД, из органов внутренних дел. Основанием к увольнению послужили исключительно материалы уголовного дела. То есть МВД республики сделало вывод о совершении мной преступления. Ну, как если бы и имелся приговор суда. В заключение служебной проверки дословно привели доводы следственного органа из постановления о возбуждении уголовного дела и посчитали их доказанными. Предполагаемое преступление в заключении служебной проверки и приказе об увольнении было названо проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника полиции. Не могли бы вы все-таки пояснить поподробнее вот этот эпизод? Что за люди, что за контрабанда? Вот здесь вот прямо максимально, насколько это возможно. Ну, максимально я не смогу развернуть этот вопрос, потому что это как бы входит... Ну, это была проверка информации, и она, значит... Повторите, проверка чего? Я занялся проверкой информации контрабанды. То есть я раскрыть этот вопрос не смогу, потому что он грифу секретности, значит, принадлежит. А что за люди хотя бы, вы говорите, влиятельные? Ну, какого уровня? Это связано с республиканскими властями, с местными властями или какой-то преступной группировкой крупной? Это, получается, люди в погонах полиции, сотрудники полиции. Ага. А о какой контрабанде идет речь? То есть это импортное нечто... Алкоголь импортный, да? Алкогольная продукция с Республики Казахстан. Ага, понятно. И, соответственно, дальше реализация с точек сбыта, условно говоря, в деревнях и так далее, как это обычно бывает. Да. А все-таки, Альберт, до увольнения к вам обращались, просили как-то не работать в этом направлении, дальше не расследовать, не изучать? Как такого не было. То есть меня руководитель вызвал, сказал: помнишь, была информация? Я говорю: помню, займись. Человек из системы ушел, нужно заняться. То есть об этой информации разговор был, и отмашки действовать не было. А тут, значит, пригласил, говорит: займись, заводись, уходи в отпуск. То есть я завелся, ушел в отпуск, и по выходу из отпуска вот у меня вот эта вот ситуация случилась. То есть там недолго произошло. Я толком и проверить не успел. А вы говорите, человек из системы ушел, можно заняться этим. То есть до этого в целом информация была органам известна о контрабанде алкоголя, но так как человек был в системе, это не расследовалось? Получается так. То есть тогда обсуждалось, было такое небольшое совещание именно вот с этим руководителем. И он сказал, что нет, давайте не сейчас, оставим этот вопрос. То есть, как бы, мимо него прошли. А в целом, вот это, вы знаете, когда полицейские возбуждают уголовные дела против бывших сотрудников внутренних органов там, или против своих коллег, это что является предтечей? То есть какие-то неполадки, там, разногласия, что приводит к уголовным делам против своих же коллег обычно? Я не смогу полностью сказать. Я вот по своему случаю скажу, я предполагаю, что именно вот эта вот тема послужила моему увольнению. Разногласия. Понятно. То есть вот так. Альберт, что сейчас происходит? То есть суд вас оправдал, но вас не восстанавливают в должности. Как вам это объясняют? Значит, вот меня оправдали, я, значит, в порядке 135-138 УПК РФ подал требование восстановиться в тот суд, который вынес оправдательный приговор, Ситамакский городской суд. Вот. Подавал я неоднократно это требование, и, значит, под разными предлогами меня, как можно так сказать, отсеивали. То у меня мое требование обзывали
значит, гражданским иском, неправильно составлено, хотя оно в рамках Уголовно-процессуального кодекса подалось. Но все-таки мне удалось подать. И, значит, судья Муфтиев рассмотрел мое требование о восстановлении. В ходе, значит, рассмотрения он мне отказал в восстановлении на службе и фактически признал меня виновным в совершении деяния, по которому я был полностью оправдан вступивший в законную силу приговором суда. То есть он вынес заведомо неправосудный акт, противоречащий вступившему в законную силу приговору суда. То есть, давайте поясним все-таки. Он обосновал свое решение в суде по гражданскому делу, где я не смог восстановиться. То есть я поясню для тех, кто, вероятно, не понял. То есть сначала один суд вас оправдывает по уголовному делу, а второй суд о восстановлении вас на рабочем месте говорит, что все-таки имелись основания вас отстранить. То бишь подтверждает фактически косвенно вашу вину. Да, так. Вот этот второй суд это какой? тоже Стерлитамакский? Да, тоже Стерлитамакский суд. Но по гражданскому иску уже. Ага. Угу. Так, а дальше... Нет. Значит, я подавал первый раз иск в Ленинский, значит, суд о том, что я не согласен с моим увольнением. Вот. И когда я уже подал в рамках Уголовно-процессуального кодекса в Стерлитамакский суд, значит, суд сослался именно на это решение по гражданскому, то, что меня уволили, на это решение, что, как сказать, на гражданское решение сослался, что все-таки я совершил это преступление, но он не мог ссылаться на это гражданское решение в связи с тем, что когда я подавал в гражданском порядке, там, значит, гражданский суд не мог исследовать материалы уголовного дела. То есть он сделал вывод о том, что ему предоставило МВД, а исследовать полностью материалы он не мог, потому что параллельно шло уголовное судопроизводство. Он вынес поэтому такое вот решение. Значит, в рамках уголовного судопроизводства данные доказательства, доводы, по которым я был уволен, были признаны недопустимыми, не имели юридической силы, они были сфальсифицированы примитивно. То есть вот так вот. Так, в результате сейчас что можно сделать? Вот каковы ваши действия, скажем, дальнейшие? Я, значит, подал в апелляцию, 3 августа будет апелляционное рассмотрение моей жалобы на решение судьи Стерлитамакского городского суда Муфтиева. Но я считаю, что коррупционное влияние судей и прокуроров Стерлитамака, а также полицейское лобби из МВД может продолжиться и в Верховном суде Республики Башкортостан. Альберт, неужели вы хотите вернуться обратно работать туда, учитывая, что вот таким образом там расследуются преступления, покрываются, а потом неизвестно, что еще происходит с теми, кто работал в органах и этим занимался? Просто у меня вот такая ситуация сложилась. Я считаю, что я должен восстановиться. Я был прав. Я не был прав, я прав. Я должен восстановиться. И, значит, мне должна... Я, как считаю, моя семья и потерпела, значит, страдания, и до сих пор мы это испытываем. Я бы хотел, чтобы мне, значит, выплатили вынужденный прогул. Вот все это время я не работал практически, потому что просто меня смешали с грязью, опозорили. Вот. А те люди, коллеги ваши, при которых все это происходило, и которые, на ваш взгляд, причастны, они продолжают работать? Да, они продолжают работать, просто их перевели на другие должности, в другие подразделения, кто-то перевелся в другой регион, но никто не понес наказание. А эта контрабанда, она продолжается? На данный момент я не могу сказать, потому что я же не действую. То есть я не действующий сотрудник. Альберт, можно ли сказать, вот, может, обратившись к сотрудникам МВД сейчас, те, кто совершают какие-то преступления и, возможно, уверены в том, что они неприкосновенны или ничего им за это не будет, потому что их поддерживает высшее начальство, действительно ли эти полицейские, их положение, оно шаткое и в любой момент может обернуться вот такой историей, как у вас? Или гарантии какие-то есть у них?
Ну, я вот преступление не совершал, я маленько не понял вот это вот вопрос, если честно. Имеется в виду, да, если какие-то полицейские причастны к каким-то правонарушениям, я не имею в виду вас, да, то есть может ли им обернуться боком, так скажем, эта ситуация? Вот были ли такие случаи? Ну, я думаю, что ситуация все равно, сколько веревочки не виться, она конец будет. Все равно думаю, что наказание будет таким людям. Хорошо, да. Спасибо большое, Альберт. Бывший старший оперуполномоченный МВД по Башкирии был с нами на связи. Будем, я думаю, следить за развитием этой истории, тем более скоро в апелляции будет рассмотрение дела вновь. Евгений пишет нам в Ютубе: у них там постоянные внутренние интриги, грызня за должности и погоны, тотальное доносительство. Пишет как будто бы сознанием дела прямо. Может быть, Евгений имел или имеет отношение, да? Может быть, не напрямую, но это утверждает, скажем так. Это очень показательная история Альберта, на самом деле, потому что, судя по ней, можно делать хотя бы предположения некие, как это все устроено и как это все работает в органах внутренних дел. Ну что, еще раз давай проанонсируем, что нас сегодня ждет. После 14 часов в программе «Ищем выход» разговор будет о самовыдвижении на выборах разного уровня, о сборе подписей, разные будут гости. Евгения Куцуева, Руслан Нурдинов, Алла Яковлева, будет известная в Уфе активистка, и Расул Мулутагиров из Либертарианской партии. Поговорим, как же, действительно ли самовыдвижение — это тот самый инструмент для, так скажем, вхождения в официальное политическое пространство. Можно ли таким образом стать депутатом? Бывший телеведущий башкирской редакции БСТ Тагир Вахитов, также самовыдвиженец, будет гостем программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. А это был уфимский разворот с Айдаром Ахмадиевым, Русланом Валиевым и Никитой Поляниным. До свидания, хорошего дня. Оставайтесь на «И». Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.